Официально проект формирования комфортной городской среды считался всероссийским приоритетным проектом. Фактически же у нас некрасивое в прекрасное в прошлом году превращали всего 5 муниципалитетов. В этом будет 45. При федеральной и грантовой республиканской поддержке оставаться в стороне от тотального благоустройства муниципальным властям как-то некрасиво. Население не поймет. Сегодня у нас создано непосредственно интерактивное голосование за те или иные проекты. Мы получаем заявки, их оцениваем, формируем соответствующие приоритеты. Я могу сказать, что почти 100 тысяч таких уже заявок и предложений, откликов мы получили в рамках тех предложений, которые нам поступают. Воркута в проекте самая активная. Почти 100 миллионов рублей, 10 дворовых территорий, 4 детские спортивные площадки. И как результат тройка лучших муниципалитетов в стране. Но дело, в общем-то, не только в этой бронзе идейности и творческого вдохновения заполярной кочегарки. Главное, с жителями у местных властей налажен устойчивый контакт. Мы определили такие 10 территорий, те, которые неоднократно уже жители озвучивали. Раньше они были, так сказать, благоустроены, городу уже 75 лет, и люди действительно знают эти места, которые им полюбились. Но были определено 10 территорий, и проходило голосование, в том числе и через интернет-голосование. У нас были непосредственно определены места, где люди приходили, голосовали по бюллетеням. Вот мы определили из 10 3 территории. И сейчас по этим 3 территориям готовим проекты, которые будут выставлены 18 марта. И уже люди будут, горожане, голосовать за эти территории. В зависимости от получения голосов уже мы будем определять победителя и, соответственно, благоустраивать эту территорию. Облик визитной карточки республики Сыктывкара тоже на пороге большой пластической операции. Условия концессии одного из банков позволяют рассчитывать на яркое преображение городской набережной. То же самое, но уже в Ухте помогут возвести газовики. О переезде Сыктывкарского аэропорта в местечко Соколовка Сергей Гапликов говорил уже в утвердительном тоне. Не если, а когда. Сегодня есть уже такой пример в Ростовской области. Аэропорт выведен, есть соответствующий аэропорт, который в черте города находился, и там активно сегодня компания Ренова принимается за обустройство этого пространства. Поэтому есть контакты, нужно тоже с людьми повстречаться, с Палантом, кстати, с Яковом Михайловичем, и проговорить соответствующую генеральную концепцию возможности организации жилого пространства совершенно другого уровня. То есть это должна быть некая точка, которая даст нам дальнейшее, так сказать, развитие всех городских и районных центров. А вот к благоустройству Мичуринского парка в столице Коми у губернатора есть большие претензии. В первую очередь к дизайнерскому оформлению с ржавыми конструкциями. Всероссийский конкурс показал, решения есть простые, но гениальные. И поучиться нам есть чему. Максим Васильев, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.